День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, завершая неделю и подводя ее итоги, мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. 2001 год. До сих пор этот год у ленчан вызывает печальные воспоминания о том ужасе, который им пришлось пережить. Я стояла в кабинете у окна и смотрела, думаю, еще не скоро вода достигнет наших окон. И не предполагала, что топить нас будет через канализацию. Понимаете, вода шла изнутри. На территории Якутии пожароопасный сезон в этом году, по прогнозам, близок к неблагоприятному. Как подготовились огнеборцы к борьбе со стихией? Сейчас мы уже подведем итоги и дадим направление на пожароопасный сезон, который в этом году планируется провести в более активном режиме, чем в прошлом году. После трагедии в Казанской школе все школы страны проверили на безопасность. Насколько столичные образовательные учреждения готовы обеспечить безопасное пребывание детей в своих стенах? Мы следим за безопасностью детей. Детей мы пропускаем, а вот взрослых не пропускаем родителей. Только если без надобности учителя. Учитель предоставляет нам список родителей, которые должны подойти и пройти. На территории города Якутска и Нижнего Бестяха открыты дополнительные пункты вакцинации населения. Дали ли нововведения положительные результаты? Как отреагировали на это якутяне? Видим, ажиотаж есть, да, люди хотят вакцинироваться, хотят получить вакцину и приходят в доступное для них время без дополнительной записи, проходят необходимые тесты, получают заключение врача и получают вакцину здесь по месту. Всегда оставаться человеком, уметь сопереживать и прийти на помощь в самые трудные времена. В Москве прошла церемония «Горячее сердце». Среди награжденных и наша юная соотечественница. Карина Колесова, 12 лет, Республика Саха, город Среднеколымск. Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Кобяйского и Жиганского районов. По информации регионального МЧС, в районе Жиганска уровень воды составляет 715 сантиметров при критическом 1430. У поселка Батамай высота воды 1011 сантиметров при критическом 1134. Между тем, в результате подпора воды с рек Лена и Алдан в устьевом участке в ближайшие сутки сохранятся высокие уровни воды. По данным УГМС, у поселка Арбын Намского района уровень воды 906 сантиметров при критическом 908. В ближайшие сутки рост продолжится. Активный ледоход идет на реке Колыме в Среднеколымском районе. Уровень воды у города Среднеколымск 924 сантиметра при критическом 1200. В этом году исполнилось 20 лет с момента разрушительного наводнения в Ленске. В мае 2001 года город за считанные минуты ушел под воду. От разрушительной силы стихии пострадали 27 тысяч человек. Льдины одна за другой ломали дома и уносили их течением. Ленчанам в те страшные дни помогала не только республика, но и вся страна. О том, чем жил город в дни большой воды и что изменилось за 2 десятилетия, в материале нашей съемочной группы. Страшные 3 дня большой воды поделили жизнь Алены Мальцевой на периоды до наводнения и после. Как и большинство ленчан, в те майские погожие дни она жила привычной, размеренной жизнью. Занималась семьей и детьми и планировала летний отдых. Но все изменилось в одночасье. Вы знаете, когда говорят, что вода наступает на пятки, это реально было так. Я только успела забежать в подъезд с детьми, муж уже забирался по чердаку, по другому совсем подъезду. То есть, вообще мгновенно, какие-то минуты, даже не часы, какие-то минуты были. И мы оказались в западне, в нашей любимой квартире. Каждый май, когда вскрывается Лена, город затихает. Что на этот раз принесет с собой ледоход. 20 лет назад река вышла в Ленск в одно мгновение, неся с собой глыбы льда и тонны ледяной воды. Еще в марте 2001 года специалисты прогнозировали, что паводковая обстановка на реке Лене и ее крупных притоках в республике будет очень сложной. Причинами тому стали низкие температуры, державшиеся в регионе долгое время, и небывалая для тех лет толщина льда.
Эти пугающие прогнозы, к сожалению, сбылись. Поздней ночью 13 мая в районе Ленска начался ледоход. И уже к 17 часам следующих суток уровень воды приблизился на 60 сантиметров. Днем 14 мая в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Начали разворачивать первые эвакопункты. В районе городской набережной продолжилось наращивание защитной дамбы. Набережная у нас сама по себе очень дорога для жителей города Ленск. Когда было очень сильное наводнение и было принято правительством решение построить дамбу, естественно, вот наша набережная ушла под берегоукрепительное это сооружение. Но сейчас это наша надежда. Ночью 15 мая, менее чем за сутки, у острова Батамайский образовался гигантский ледяной затор длиной 80 километров. Не имея пути вниз по течению, сотни тысяч тонн воды и льда стремительно затапливают улицы Ленска. В течение часа вода поднимается на уровень первого этажа и продолжает прибывать. К 9 часам вечера ее уровень превысил критические отметки почти на 400 сантиметров. Начинается эвакуация людей к аэропорту и к самой высокой точке – горе Шаман. Одновременно с этим в город направляют борты для эвакуации детей. Когда говорят, что дети мгновенно взрослеют, вот тогда я это увидела. Сначала им было весело. Ой, здорово, так хорошо, в школу не надо. Там. А тут они просто стали смотреть в одну точку. И вот когда говорят, что у людей стало серое лицо, я вот поняла, что у нас стали вот такие вот какие-то серые лица. 16 мая в Ленск прилетает борт с министром МЧС Сергеем Шойгу. Дальнейшими работами в городе руководит лично он. На помощь утопающему городу бросили все силы. Бригады спасателей, инженеров, медиков и волонтеров работают в затопленном городе сутки напролет. Бомбардировщики круглосуточно сбрасывают тонны взрывчатки, пробивая дорогу льду. И к 16:00 город медленно начинает показываться из воды. Нет электричества, связи и транспорта. Однако передышка была недолгой. Мощный ледовый панцирь в районе поселка Южная Ньюя стал причиной нового затора. В 17:00 начинается затопление граждан. К 12 дня уровень воды достигает 1785 сантиметров и продолжает повышаться до исторического максимума. В Ленске много мест, которые хранят в себе память о тех 4 днях паводка. И хотя в домах уже не осталось воды и следов от нее, которые порой доходили до 2-го этажа жилого дома, подобные памятники не дают истории просто исчезнуть. И каждый ленчанин, проходя мимо, вспоминает те ужасные цифры. 20 метров. Это самый высокий уровень подъема воды в те трагические дни. Река поднялась так высоко, что огромные льдины плыли по улицам, врезались в окна, крушили кирпичные здания, смывали машины. С окрестных высот можно было наблюдать, как частные дома, словно неуклюжие баржи, вереницей плыли по волнам. Мимо горожан проплывала их жизнь, отраженная в любимых и необходимых вещах, символе уюта и благосостояния. За 3 дня с крыш домов, больниц и школ, на которых спасались люди от большой воды, было эвакуировано 860 человек. 150 пострадавшим оказали медицинскую помощь. 7 человек скончались. Вертолетами эвакуировали почти 8 тысяч местных жителей. Разбив город на квадраты, спасатели круглосуточно на лодках объезжали все улицы, чтобы не пропустить каких-то происшествий. Я стояла в кабинете у окна и смотрела, думаю, еще не скоро вода достигнет наших окон. И не предполагала, что топить нас будет через канализацию. Понимаете, вода шла изнутри. Самое необходимое, конечно, мы спасли, мы подняли. Первый этаж затонул на 2 метра 70 сантиметров. Это вот подвальное помещение, у нас довольно-таки оно высокое. И первый этаж. Вот такая высота была здесь воды. О том, как вместе выживали и обустраивались после всего случившегося, жители Ленска рассказывают до сих пор, не скрывая радостного удивления. Они не ожидали, что помощь придет быстро и отовсюду. Не думали, что спасать их приедут не только из ближайших районов республики, но и добровольцы со всей страны. 2 раза в пострадавший город прилетал президент России Владимир Путин. Разрушительное наводнение в городе дало старт активному строительству. Как только вода ушла, начались первые строительные работы. 9-этажки, которые не могли достроить по несколько лет, ввели спустя пару месяцев. А в самом городе с нуля появилось несколько новых кварталов – Алроса, Чанчик и Северный. В новых районах, тех, что построены на возвышенностях, улицы носят неожиданные названия. Донская, Белорусская – это в честь бригад со всей России и не только, которые возводили в рекордные сроки новое жилье. Много ли изменилось за 20 лет? Безусловно, сегодня город стал больше, чище и зеленее. Появилось новое поколение ленчан. За 2 десятилетия Ленск из типичного сибирского города у реки превратился в крупнейший промышленный центр Якутии. Не изменилось здесь одно – воспоминания о тех трагических майских событиях 20-летней давности. Не изменились и люди. Люди-герои, отстоявшие свой город. Сегодня Ленск жив,
благодаря им. Петр Васильев, Александр Охлопкова, Джулустан Иннокентьев, Ленск. Ну а еще одна сезонная опасность – это, безусловно, лесные пожары. С учетом предварительного прогноза в этом году на территории Якутии пожароопасный сезон близок к неблагоприятному. Об этом ранее сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев. Всем главам муниципальных образований рекомендовано использовать разработанное МЧС России специальное приложение «Термические точки». О том, как проходит подготовка к пожароопасному сезону в республике, далее в материале. В нашей республике пожароопасный сезон уже начался. В связи с наступлением весенне-летнего периода, повышением температуры окружающей среды ежегодно отмечается увеличение количества лесных пожаров и запала сухой растительности и мусора, причинами которых в основном является неосторожное обращение человека с огнем и детская шалость. Как рассказал десантник пожарный Эдуард Гараничев, работает с 90-го года. Это его 32-й сезон. Он отметил, что прошлый сезон тоже был непростым. В том году-то вообще сезон уже был самый, наверное, длинный. Вообще дома были за весь сезон несколько, неделю, может, за все лето дома были. Все время на пожарах. Работа, конечно, тяжелая, но как-то привыкаешь уже. Даже не хочется уходить с такой работы. Ну, своя романтика тоже там в лесу же, пожары тушить. Ну, ребята, наша парашютно-десантная служба, они нынче весной уже прошли медицинскую комиссию соответствующую, также обучение, сдавали экзамены, зачеты, прошли тренировочные спуски, прыжки. Сейчас уже во всеоружие, в принципе, они готовы. Да, работа тяжелая, нельзя сказать, что она легкая. Ребята уже подготовлены, работают не один год, поэтому и опытные старшие товарищи, наставничают над молодыми, обучают их. Поэтому, в принципе, работа идет своим чередом, в принципе, нормально. В это время в Татинском районе в целях проверки защищенности населения пунктов от лесных пожаров проводятся профилактические рейды. На днях в Улус прибыл самолет Ан-2 для контроля над лесными пожарами. В данное время, по информации отделения Лесавиа, пожаров на территории Улуса нет. До этого было зафиксировано по одному наземному пожару в зоне населенного пункта Чичимахи в авиационной зоне Усть-Тата. Самолет к нам прибыл для обслуживания нашей территории, осмотра территории на случай возникновения пожаров и обслуживания. Да? Ну, там, может быть, переброски будут какие, допустим, на другое отделение. Такое тоже бывает. Раньше я летал, а потом перешел на наземную службу. Сейчас у нас лейтенант будет Тимир работать. Я думаю, что все нормально будет. На днях в столице республики прошло построение лесопожарных формирований Якутлесресурса и авиалесоохраны. Руководством была проверена готовность сил и средств к пожароопасному сезону. Сегодняшнее мероприятие – это полная готовность личного состава к тушению пожаров. Сейчас мы уже подведем итоги и дадим направление на пожароопасный сезон, который в этом году планируется провести в более активном режиме, чем в прошлом году. Также построение посетил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев. Он отметил, что перед лесопожарными формированиями Минэкологии Якутии стоит большая задача – предотвратить распространение огня и не допустить перехода огня в населенные пункты. В этом году по указу главы Республики Саха-Якутия сформировали новое отделение Батагайское. Ребята прошли обучение и буквально на днях убудут Батагай для несения службы. Ребятам предстоит очень сложный сезон. Вдали от домов и от семей. Это июнь, июль, август месяц, ну и даже включительно сентябрь месяц. Наши бойцы будут бороться с огненной стихией. Сахамин Афанасьев выразил надежду, что Батагайское отделение станет одним из передовых отделений авиалесоохраны и отметил, что на сегодняшний день состав полностью сформирован, финансовые средства предусмотрены. С начала сезона в Якутии зафиксировано 58 природных пожаров, общая площадь которых, пройденная огнем, составляет более 11 797 гектар. С 2020 годом разница значительная. На аналогичный период прошлого года зафиксировано 37 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2227 гектар. Алексей Лукьяненко, Григорий Охлопков. День за днем. Сейчас небольшая пауза. В продолжении расскажем, где и как в столице региона можно пройти вакцинацию от COVID-19.
Ну а продолжим нашу программу официальной повесткой. Накануне глава Якутии Айсен Николаев ознакомился с объектами капитального строительства, которые возводятся на территории города Якутска. Так, первым пунктом он посетил школу-сад в поселке Кангаласы. Учреждение строится в рамках программы социально-экономического развития субъектов Дальнего Востока. По словам подрядчиков, объект готов на 60%. Айсен Николаев дал поручение не сбавлять темп работы, а первому зампреду правительства Якутии Кириллу Бычкову поручил рассмотреть вопрос переоснащения старой школы под спортзал. Мы с главой города Евгением Николаевичем Григорьевым обсудили не только строительство данного объекта, но и в целом развитие Кангалас. Мы считаем, что в будущем, конечно же, этот поселок получит новое дыхание, связанное и с работой территории опережающего социально-экономического развития, с возможным строительством суперкампуса для среднего профессионального образования на территории Кангалас. Видно, что уже сегодня работы идут по преобразованию поселка, ремонтируются улицы, сносятся аварийные дома. Ну и появление такого нового красивого объекта, конечно же, тоже даст новый импульс социальному развитию Кангалас. Также Айсен Николаев ознакомился с ходом строительства объектов здравоохранения в Якутске. Масштабный объект, онкологический диспансер с общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров, финансируется в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Строительство здания онкодиспансера идет без отставания от графика. Планируется даже ввести объект на год раньше запланированного, в конце 2022 года. А вот кардиологический центр откроет свои двери уже в январе следующего года. Глава Якутии ознакомился с ходом строительства и этого объекта. Закуплено оборудование, которое прибудет уже на следующей неделе. Готовность центра 80%, уже полностью проведена электрика и благоустройство. Сейчас идут работы по обустройству кабинетов, палат и других залов. Оба объекта крайне важны для населения республики. Стройка идет полностью по графику, и мы уверены, что в установленные сроки объекты будут вводиться. Конечно же, сегодня уже поставлена задача не только строительства, не только оснащения, но уже и кадрового оснащения этих объектов. А это очень большие объекты. У нас на онкологическом диспансере будут работать свыше 1000 человек только медицинского персонала, на кардиодиспансере свыше 300 человек только медицинского персонала. И, конечно, сегодня уже надо вести подготовку кадров, переобучение кадров, готовить уже штатное расписание для этих крупнейших объектов. Также глава республики посетил место, где начнутся строительные работы Ленского моста. Разрешение на строительство объектов подготовительного этапа получены. В этих работах будут задействованы около 500 человек. Первым на месте пустыря появится площадка для вахтового городка, которая включает в себя стоянки для техники и ремонтные мастерские. Также в скором времени начнут делать временные и постоянные дороги к мостовому переходу. Работы будут вестись одновременно с двух берегов реки Лена. На сегодняшний день практически все вопросы у нас решены. Вышло уже решение правительственной комиссии по региональному развитию о поддержке данного проекта. Сейчас уже мы переходим в практическую стадию. Получено разрешение на строительство на предварительный этап, на подготовку вахтовых поселков, подготовку временных проездных путей, оснащение площадок промышленных, с которых будет вестись потом уже строительство моста непосредственно. Это будет делаться и на левой, и на правой стороне Лены. И сейчас уже вот работы подготовительные уже начались. Мы вступаем уже из периода обсуждения, которое достаточно долго длилось, уже в период непосредственной реализации крупнейшего инфраструктурного проекта в целом всей нашей страны — строительства Ленского моста. Также глава Якутии на этой неделе в ходе рабочей поездки в Мирный принял участие в ежегодном форуме хозяйственного актива компании «Алроса». Помимо производственных итогов, на форуме решались стратегически важные социальные вопросы. Подробнее в сюжете Марферины Алексеевой. Несмотря на масштабный кризис, вызванный пандемией, «Алроса» остается одним из самых эффективных предприятий промышленной отрасли республики. За прошлый год компания обеспечила 23% налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет. В текущем году ожидается ощутимый рост поступлений в бюджет республики. Только за последние 3 года компания выплатила рекордную сумму дивидендов, превышающие предыдущие выплаты 8 лет, на 20 миллиардов рублей.
В 2021 и 2022 годах компания планирует увеличить добычу до 33 миллионов карат. Компания развивается, компания трансформируется. Все это и дает возможности поддерживать и увеличивать, самое главное, с годами тот объем средств, тот объем вклада, который республика дальше и алмазоносные провинции направляют в развитие, на строительство новых центров, больниц, школ, детских садов. Эти средства, которые направляются дальше в улучшение экологии, в улучшение уровня жизни жителей республики. Глава Якутии отметил, что «Алроса» является крупнейшим работодателем в республике. В рамках реализации проекта «Местные кадры в промышленность» компания трудоустроила более 20 тысяч человек и направила более 3,5 миллионов рублей на профессиональное обучение, дополнительное образование и стажировку молодых специалистов. Конечно же, мы должны и дальше проводить работу по закреплению здесь трудовых ресурсов местных. Более того, конечно же, мы должны очень серьезную ставку делать и на развитие здесь образовательной базы, научной базы здесь именно в Мирнинском районе, для того, чтобы специалисты, которые здесь будут у нас готовиться и в сфере высшего образования, в сфере среднего профессионального образования, соответствовали самым высоким критериям, которые предъявляют сегодня и в компании «Алроса», и в крупнейших нефтегазовых компаниях страны, которые работают у нас здесь на территории района. Договор о социально-экономическом развитии региона до 2025 года был подписан между главой республики и генеральным директором «Алроса» Сергеем Ивановым. Также договора о совместном сотрудничестве были подписаны между компанией и главами 8 районов Алмазной провинции. Подписанное соглашение закрепляет сотрудничество сторон при реализации социально значимых проектов, направленных на повышение качества жизни населения. Дополнительные средства, которые к ним поступят, они позволят в первую очередь вузам реализовать программы инвестиционного характера в части социально-экономического развития этих вузов, по строительству социальных объектов, по решению вопросов экологической безопасности данных районов. Ну и, конечно же, я считаю, что в целом то, что мы последние 3 года приняли такую программу повышения финансовой прозрачности «Алроса», снижению непрофильных расходов, повышению дивидендов, на самом деле очень для республики в целом оказало благотворное влияние. В ходе диалога руководства с сотрудниками компании с помощью телемоста и опроса обсуждались вопросы зарплатной политики компании и социально-бытовых условий труда. Помимо этого состоялось торжественное вручение званий, наград и грамот отличившимся сотрудникам компании и медицинским работникам района. Также были затронуты проблемные вопросы, касающиеся здравоохранения, переселения граждан с аварийных домов, состояния мостовых переходов и строительства дорог. По расселению ветхоаварийного жилья сегодня много звучало. Компания будет продолжать вкладывать сотни миллионов рублей в эти направления. Отдельно мы сейчас смотрим уже по Айхалу инвестиции, которые могут быть в этом, в следующем году. Мы договорились с республикой и активную работу провели с Росавтодором, тем, чтобы уже средства на строительство моста через реку Нюя были, уже в ближайшее время состоится конкурс. В рамках рабочей поездки глава Якутии участвовал в торжественном открытии и освящении нового православного культурно-просветительского центра. Его строительство инициировано по просьбе общественности с благословения архиепископа Якутского и Ленского Романа при финансовой поддержке компании «Алроса». Центр будет действовать по принципу учебного заведения дополнительного образования. В здании расположится детский православный центр «Истоки». Ребята будут изучать православную веру, культуру, проводить занятия прикладного творчества. А для учащихся старшего возраста планируется обучение основам домоводства, ручного труда, актерского мастерства и журналистики. Очень, знаете, важно, что вот такой объект, направленный не только на веру, но и направленный на развитие нравственности, духовности у наших детей, появился именно сейчас, в это непростое время. Мы все видим, какие трагические события происходят порой и у нас в стране, и в мире из-за того, что у нашей молодежи, у наших детей сегодня, к сожалению, с духовными ценностями не все в порядке. Если церковь, если общество в целом само не будет этим заниматься, то, к сожалению, мы оставим наших детей один на один вот сегодняшним информационным обществом. Появление такого центра здесь у нас в Мирном, я уверен, послужит
воспитанию в наших детях нравственных ценностей, ценностей настоящих патриотов Мирнинского района, Республики Саха-Якутия, нашей великой страны. Также глава Якутии посетил объекты Якутскэнерго, поселок Чернышевский и Светлинский ГЭС. Марферина Алексеева, Артем Алексеев. Якутия день за днем. Ну а что касается борьбы с COVID-19, в республику дополнительно поступило 42 тысячи доз вакцины против коронавируса. Первую вакцину получили более 140 тысяч человек, вторую – 103 902 человека, в том числе 25 919 жителей старше 60 лет. Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян привиться от коронавируса до начала лета. Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная. Сегодня 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Это нужно сделать и обязательно нужно сделать перед летним сезоном, сказала глава ведомства. Но что касается пунктов вакцинации у нас, на этой неделе указом главы региона на территории города Якутска и Нижнего Бестяха Мегино-Кангаласского улуса были открыты дополнительные пункты вакцинации населения. Дали ли нововведение положительные результаты, как отреагировали на это якутяне, в материале Дмитрия Тымырова. В начале этой недели глава региона выступил с обращением к жителям республики, где сообщил, что для борьбы с коронавирусом необходима массовая иммунизация населения. Я поручил организовать пункты вакцинации на автовокзале города Якутска и на железнодорожном вокзале в Нижнем Бестяхе, в учреждениях культуры, в торговых центрах. Чтобы наступающее лето было счастливым для жителей республики, чтобы над нами не нависла угроза новых ограничений, когда жизнь практически замирает, нужна поддержка народа. Без этого инфекцию победить невозможно. Дополнительные пункты начали свою работу уже со следующего дня, то есть со вторника. Всего на территории Якутска и Нижнего Бестяха на этой неделе было открыто около 40 точек вакцинации. Городская больница номер 2 города Якутска с 18 мая. Мы здесь в здании аэропорта города Якутска развернули 2 точки. На первом этаже это в основном для охвата прилетающих, и на втором этаже и для работников данного предприятия. На некоторых точках сразу же образовалась очередь. Якутяне говорят, что такие пункты надо было открыть еще раньше. Очень удобно, конечно, чем куда-то бегать там по поликлиникам. А здесь зашел, получил вакцину. Безопасно, я так думаю, что во многих местах открыли такие точки. Можно было это заранее придумать такое, тогда больше народу бы привилось, я так думаю. Процедуру получения вакцины упростила не только доступность организованных пунктов, но и пакет документов, которые требовались для этого. Очень хорошая инициатива от главы Республики Саха-Якутия сделать вот такие вот пункты. Очень удобно, мне кажется, это как для посетителей, также и для сотрудников. Сейчас, когда выйдет ролик, когда вышла сегодня на ИКТ информация, люди будут знать, что можно взять с собой только документы, то есть достаточно паспорт, СНИЛС и страховой полис. И они могут привиться. Между тем, не обошлось и без тех, кому было отказано в получении вакцины. В основном это были люди пожилого возраста и те, у кого были хронические заболевания. Вчера вакцинировалось 16 человек. Из них были метотводы. Метотводы в основном были из-за обострения хронических болезней. Там признаки ОРВИ, высокое артериальное давление. Вот такие вот. Мы им предложили, когда выздоровеет, состояние улучшится, подойти на вакцинацию. Чтобы проинформировать людей о массовой иммунизации населения, врачам сегодня помогают студенты медицинских учебных заведений. Мы здесь стоим, призываем людей получать вакцину. Здесь можно получить вакцину без очереди. В основном здесь получают вакцину люди старческого возраста и люди, которые собираются на дачу или в улус. Вместе с тем, общественники Общероссийского народного фронта в эти дни проверяли соблюдение мер безопасности в общественных местах, где были организованы пункты вакцинации. Видим, ажиотаж есть, да, люди хотят вакцинироваться, хотят получить вакцину и приходят в доступное для них время без дополнительной записи, проходят необходимые тесты, получают заключение врача и получают вакцину здесь по месту. Также с 20 мая, чтобы охватить большее население,
населения массовой иммунизацией. Решением оперштаба и Якутской республиканской клинической больницы номер 3 были организованы передвижные пункты вакцинации. По городу начали передвигаться 1 автобус ПАС и 4 микроавтобуса. На этой неделе они работали рядом с торговыми центрами, где не были организованы дополнительные пункты вакцинации. Перед вакцинацией в передвижном пункте каждого осматривает врач. Вся процедура проходит соблюдение всех санэпиднорм и требований. А на сегодня сколько заявок поступило от организации? Вообще есть? Более 30 заявок поступило от предприятий, а также от маломобильных граждан и прикрепленного населения. Планируется, что со следующей недели автобусы будут курсировать по заявкам предприятий города Якутска, а в выходные дни они будут базироваться на Комсомольской площади столицы. Кроме того, Республиканская клиническая больница номер 3 сообщает, что принимает заявки от частных лиц для проведения вакцинации маломобильным и пожилым гражданам на дому. Благодаря организации такой работы по массовой иммунизации населения прививку от коронавируса только за эту неделю получили несколько тысяч якутян. Дмитрий Тымыров, Татьяна Филиппова, Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Григорий Яхлопков. Якутия. День за днем. Сейчас снова небольшая пауза. В продолжении программы выясним, могут ли чувствовать себя в безопасности столичные школьники. И как оказывается просто сделать свой любимый город чище. Мы продолжаем программу. После трагедии в Казанской школе все школы страны проверили на безопасность. Почему только после таких событий безопасности в образовательных учреждениях начинают уделять особое внимание, или же охрана детей всегда стояла на первом месте? Ульяна Шагина побывала в одной из столичных школ. Подобные проверки прошли по всем столичным школам. Школа номер 23 относится к 3-й категории опасности. С прошлого года категории присвоили всем образовательным учреждениям страны в зависимости от количества обучающихся. Чем больше детей, тем выше риски. Соответственно, и требований больше. Причем в каждой категории они отдельные. У нас все это есть. Это первое. Это целостность периметрального ограждения школы. Второе – наличие освещения территории, наличие частного охранного предприятия, наличие возможности передачи тревожного сигнала в Росгвардию, то есть тревожная кнопка, и охранная сигнализация видеонаблюдения. После трагедии в Казани требования еще более усилились. Вот последний документ, изданный Управлением образования. Никаких нововведений в нем нет, но главная задача – усилить требования по безопасности детей и педагогов. В первую очередь проверяются нанятые сотрудники охранных предприятий. Якутские школы проверили в течение 2 дней. Как оказалось, в вопросе безопасности детей без нарушений не бывает. Правда, нас заверили, что они не критичные. Такие нарушения, в основном требующие больших финансовых затрат, это у нас модернизация системы видеонаблюдения, потом ремонт или замена периметрального ограждения. Здесь силу дорогостоящих, сами работы, материалы. Сегодня все школы столицы обеспечены спецохраной. В среднем в год на заключение договора с частным охранным предприятием на одну школу выделяется порядка 500 000 рублей. Задача чоповцев – обеспечить круглосуточный охранный пост. Мы следим за безопасностью детей. Детей мы пропускаем, а вот взрослых не пропускаем родителей. Только если без надобности учителя. Учитель предоставляет нам список родителей, которые должны подойти и пройти. В школе номер 23 сигнализация смонтирована по всему периметру 1-го этажа, причем срабатывает она на размыкании и на разбив стекла. Охранники каждые 2 часа обходят и дворовую территорию. В дошкольных учреждениях ситуация хуже. В детских садах, охрана осуществляется силами своих сторожей-вахтеров. Работа по изысканию финансовых средств на финансирование, физической охраны ведется. Кроме охраны детей, работа должна проводиться и самими детьми, чтобы такой трагедии, как в Казани, не повторилось. Понятно, что взваливать всю вину на школьных психологов нельзя, но именно их профессионализм, как оказалось, может вовремя выявить психические отклонения у ребенка и избежать трагедии. Психологи же утверждают, что с детьми нужно работать комплексно. По возможности, мы пытаемся отслеживать. И, как правило, статусы в WhatsApp, которые у нас есть, и дети там могут выставлять определенного рода картинки.
Ну, конечно, без помощи учителей-предметников, классных руководителей, из поля зрения психолога это возможно, да, упустить. Ну, как раз-таки учителя в этом помогают. То есть работа должна быть комплексной? Да, работа в школе именно для создания условий именно стабильных, таких психологических, должна быть комплексная, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, чтобы вовремя можно было ему помочь. Новые требования на днях утверждены и на уровне федерального центра. По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах страны. Они коснутся и детских лагерей отдыха. Кроме того, профильный комитет Госдумы пока в первом чтении одобрил новые поправки в существующий закон по обороту оружия. В новых поправках главным станет ужесточение требований выдачи лицензий. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев. День за днем. Перейдем к теме благоустройства. Более 500 деревьев посадят в парке Победы Якутска. Накануне стартовала всероссийская акция «Сад памяти», которая проходит в России и странах СНГ. В акции участвуют трудовые коллективы, а также сотрудники министерств и ведомств. Часть саженцев будут носить имя участников Великой Отечественной войны. В будущем в парке Победы должен появиться молодой лес из елей и берез. Всего по всей стране в рамках этой акции россияне должны посадить более 27 миллионов деревьев. Якутяне же участвуют в этой акции уже второй год подряд. В связи с пандемией мы в этом году приняли участие 50 человек сначала до обеда и после обеда еще 50 человек. Эта акция будет продолжаться до 22 июня. Сегодня высаживают, как вы видите, 50 штук ели, 50 штук березы. И после обеда снова еще будут продолжать именными карточками, с именами ветеранов. И делаем призыв, чтобы все улусы, районы присоединились. В частном секторе пусть семьи тоже сажают со своими детьми. Благоустраивается и столица Южной Якутии. В Нерюнгри прошла первая половина двухмесячника санитарной очистки города. Работы по уборке от мусора, озеленение и благоустройство города продлятся до 20 июня. Насколько активно сами нерюнгринцы принимают участие в этих мероприятиях, узнавали наши коллеги. Несмотря на не всегда благоприятные погодные условия, в Нерюнгри на субботники выходят органы власти, студенты, школьники, управляющие компании и ТСЖ, организации города и все неравнодушные жители. Каждая пятница недели считается днем уборки города от мусора и днем посадки деревьев. У нас сегодня работает две группы. Одна идет от Дружбы народов 6, а вторая здесь в районе Дружбы народов 25. Завтра, у нас выходит на субботник Тимтонская 1 и жители дома Дружбы народов 25. В доме есть группа среди жителей. Мы, через председателя старшего сделали объявление, пригласили жителей принять участие вместе с детьми. Не совсем удобно, что это пятница, многие находятся на работе, поэтому в субботу изъявили желание продолжить наше мероприятие. За предприятиями, организациями и учреждениями закреплены городские территории. В то же время руководители предприятий и организаций, независимо от формы собственности, самостоятельно организовывают уборку собственной и прилегающей территории в пределах 15 метров от границ земельных участков. Но не все собираются соблюдать требования муниципалитета. Речь идет в первую очередь о торговых центрах, небольших магазинах, объектах частной собственности. Мы сейчас регулярно проводим рейды по торговым точкам. То, что особенно беспокоит наших жителей, очень много жалоб по этому поводу, что возле, какого-то павильончика, возле какого-то, магазинчика мусор, который еще летает, у нас же очень ветрено всегда. Мы нещадно их караем, надо сказать, И например, если третий раз к юридическому лицу мы применяем санкции, то там штраф уже 1 000 000 рублей. Начиная от 40 тысяч. Так что рычаги есть. Ты лучше закрой свой магазинчик, выйди, приберись, и потом дальше спокойно торгуй с чистой совестью. Муниципальное унитарное предприятие «Переработчик» обеспечило готовность полигонов к массовому приему и переработке отходов и организацию бесплатного приема на полигон отходов, вывозимых с территорий, закрепленных за предприятиями на основании талонов, выдаваемых переработчикам. Для того, чтобы бесплатно в период двухмесячника вывозить отходы на полигон, предприятиям, за которыми закреплены территории по уборке, нужно обратиться к нам в офис и получить талоны на бесплатный вывоз отходов. Сегодня остается только выйти и очистить любимый город от мусора. Мусора много, город, конечно же, требует очистки.
Вот, и я призываю, значит, все предприятия, организации, учреждения, фирмы, фирмочки, отдельных, значит, индивидуальных предпринимателей, общественность города принять самое активное участие в уборке города. Нам здесь жить в этом городе. И вот действительно очень приятно бывает, вот когда вот мы уже все убрали, мешки наши стоят возле дороги, вот окидываешь вот площадь, пришли ужас ужасом, а уходим уже, знаете, вот уже похоже как-то на природу, первозданную, может быть. Работы по очистке закрепленной территории, озеленению и благоустройству считаются выполненными предприятием, организацией и учреждением после получения справки в отделе дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства города Нерюнгри. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Тем временем в Ленске ликуют любители приусадебных хозяйств. Начался дачный сезон, запущен пригородный маршрут 102. В дачном направлении автобус делает несколько рейсов в день, возит садоводов как в будни, так и в выходные. Маршрут очень востребован, жители довольны, они могут добраться до садовых участков в любое время и за символическую плату. Утро рабочей недели. Довольно прохладно. На остановке, куда вот-вот должен подъехать дачный автобус, уже пассажиры. Погода не мешает садоводам выбраться за город. Дачного сезона они ждали всю зиму. Соскучились по работе. До тепла нужно успеть многое. Работа, она хватает всегда. Тем более на земле. Сейчас и перепахивать надо, и старую листву убирать. Ну и так далее, и тому подобное. Дачный автобус запущен с этой недели. Ездит 23-местный пас ежедневно. Отходит от остановки Дачная рано утром. Затем едет на автостанцию. После обратно до конечной дачи с Сосновой. Дачный автобус у нас работает с 2017 года. Каждый год запускаем с 15 мая по 30 сентября. Ходит он ежедневно, и включая субботу и воскресенье, 4 раза в день. Время в пути в одну сторону около 50 минут. Маршрут сегодня очень востребован дачниками. Для многих это хорошее подспорье. Пенсионеры ездят, и молодежь ездит. Все время утром, вот и в обед. Вообще выходные дни очень много народу, люди ездят на дачу. Кто работать, кто отдыхать. Садоводов радует, что маршрут автобуса хорошо продуман. Заезжает даже на самые отдаленные дачные участки. Далеко там дача еще далеко, и старые люди с сумками там идут. Сейчас очень хорошо сделали, да. На карьер заезжает, тоже удобно сделали. Как и в предыдущие годы, проезд остается бесплатным для пенсионеров, ветеранов и многодетных семей. Теперь, признаются садоводы, можно ездить на дачу хоть каждый день. Открылся дачный сезон, и очень хорошо, что пустили маршрут со 2, и он как бы для населения это большая выручка. Но у нас машины нет своей, поэтому вот на автобусе только добираемся. Ждали автобуса, когда начнет ходить. У нас там домик с печкой, поэтому вот сегодня будем ночевать. Вечерним рейсом завтра уедем домой. Потому что дома стоят помидоры на окошках, их надо поливать. Во-первых, добираться легко, это удобно. И тем более нас, стариков, пенсионеров, возят бесплатно. Расписание устраивает нормально, все хорошо, удобно. Всем остальным дачникам поездка до дачи обойдется в 40 рублей. За крупногабаритный багаж нужно будет доплатить еще 10 рублей. Дачный сезон пока только в самом начале, но садоводы уже переживают, что в его пик для всех желающих уехать на даче в автобусе будет мало места, и делятся своими пожеланиями. Или пустили второй автобус дополнительно, или намного больше по вместимости, потому что увеличивается поток людей, которые выезжают на дачи, детей много выезжает. Пока вопрос о предоставлении автобуса большей вместимостью власти не рассматривали, но по его наполняемости в разгар сезона станет понятно, рентабельно ли будет запустить на линию автобус с большим количеством посадочных мест. Основной наплыв пассажиров ожидается с 1 июня. Нужно сказать, что за время дачного сезона дачный автобус успевает перевезти более 10 тысяч человек. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас мы снова ненадолго прервемся. В продолжении программы узнаем, как избежать травм на производстве, а также о новых методах лечения онкологических заболеваний.
Мы продолжаем программу. Трое жителей республики, получившие повреждения здоровья от несчастного случая на производстве, стали обладателями новых автомобилей. Они специально адаптированы под физические возможности своих владельцев, что позволит водителям с поражением опорно-двигательного аппарата увереннее чувствовать себя на дороге. Продолжит наш корреспондент в Нерюнгре Екатерина Павлова. За счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованные граждане, пострадавшие на производстве, имеют право на получение нового автомобиля один раз в 7 лет. При условии рекомендации данного вида реабилитации программой разработано бюро медико-социальной экспертизы. В течение всей эксплуатации машины частично компенсируются горюче-смазочные материалы, текущий ремонт и один раз во время эксплуатации капитальный ремонт. Программа работает с 2001 года. За это время жители республики получили 199 транспортных средств. Сергей Иванович Зинов, пожарный парашютист, получил травму спинного мозга в 2018 году. 535-й прыжок просто неудачный получился. У меня парашют запутался, я упал. Выкарабкался. Здесь в Нерюнге давали 2 дня жизни всего. Я выкарабкался. И вот сегодня получаю машину. Тут можно ногами управлять, там газ-тормоз, можно на ручное газ-тормоз. Все получатели автомобиля пострадали во время исполнения трудовых обязанностей. У 2 из 3 получателей производственная травма случилась на шахте. Автомобиль является техническим средством реабилитации, так как частично восполняет утраченную функцию передвижения. Необычно, даже были приятно удивлены таким событием, которое, мне казалось, это уже давно забыто и потеряно, как программа такая, оказывается, нет, работает. И, да, конечно, большая помощь вообще таким людям, как пострадавшим на предприятии. Достойно. Спасибо огромное. И что еще можно сказать? Просто радостно. Программа реабилитации предусматривает не только бесплатный автомобиль, но и санаторно-курортное лечение, оплату расходов на приобретение лекарств, изделий медицинского назначения, технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, а также оплату расходов на проезд застрахованного для получения отдельных видов реабилитации. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Ну а чтобы избежать инцидентов на производстве, в Алданском горнорудном предприятии очень серьезно подошли к повышению уровня охраны труда. С новыми технологиями охраны здоровья, которые внедряются в Селигдаре, ознакомился Руслан Павлов. Вызовите скорую помощь. Наложите электроды на грудную клетку пациента. Голосовое предупреждение и мобильный дефибриллятор готов к работе. Новый прибор, как и многое другое медицинское оборудование, появился в Нижнеякокитском участке золотодобывающей компании «Селигдар». Прошло расширение медицинской службы, в частности медицинских кабинетов. Появилась перевязочная, смотровая, кабинет врача у нас появился. И появилось много дополнительного оборудования для оказания помощи. Охране труда в Селигдаре уделяют особое внимание. С недавнего времени во всех подразделениях якутской группы холдинга действует новое диагностическое оборудование. Теперь каждую рабочую смену горняк начинает и заканчивает в кресле автоматического медицинского контроля. Ежедневно каждый работник Селигдара перед сменой и в конце смены проходит диагностику на данном оборудовании, которое позволяет измерить давление, наличие алкоголя или наркотических веществ в крови. После всех процедур, на которые уходит пару-тройку минут, машина выдает результат. Если показатели превышают норму, за работу берется фельдшер. Ну, если что, аппарат выявляет какие-то отклонения, допустим, у него артериальное давление не вписывается в принятые нормы, пульс, или, ну, не дай бог, он, если выпил, сразу срабатывает датчик паров этанола, то тогда его приводят или он подходит ко мне, и как врач я углубленно уже рассматриваю состояние его здоровья, принимаю решение о допуске или недопуске его к рабочей смене. Пандемия коронавируса также привнесла новшества. Помимо рециркуляторов воздуха, на входе в каждое помещение стоят тепловизоры, которые фиксируют малейшее отклонение от нормальной температуры тела. Во-первых, он подает звуковой сигнал.
тут же применяют, работник уже понимает, что у него повышенная температура. Сообщение с данного тепловизора уходит на электронную почту медицинскому персоналу с фотографией данного работника, время и на каком объекте зафиксировано повышение температуры. Соответственно, мы уже принимаем действия, перепроверяем температуру. Если температура подтверждается, то работник изолируется в наши изоляторы специально медицинские, проводятся тесты на ковид. Самих же работников Селигдара умные машины не пугают. Наоборот, от такого внимания больше плюсов. Каждый день знаешь свои физические показатели. Благодаря вот этим медицинским шлюзам у нас медработники начали формировать группы рисков. Это по повышенному давлению, также по сахарному диабету и по рядам хронических заболеваний. Благодаря этим группам риска они взяты сейчас все на контроль и отслеживаются нашим медперсоналом. При каких-то возникновении ситуации у них со здоровьем они направляются уже непосредственно в лечебное учреждение для получения и назначения медицинской помощи. За последние 2 года только на диагностическое оборудование Селигдар потратил десятки миллионов рублей. Забота о здоровье коллектива способствует созданию благоприятных условий как на производстве, так и на отдыхе. Руслан Павлов, Георгий Баранов, ПАО «Селигдар», Алданский район. Тем временем якутские врачи участвуют в Московском международном онкологическом форуме. Это крупное событие в медицинской и общественной жизни России. Программа мероприятия включает освещение новейших достижений в онкологии, доклады зарубежных спикеров, дискуссии и мастер-классы. Какие технологии удивили якутскую делегацию, узнаем у Максима Кардозу. Куда ни посмотри, вокруг лишь прорывные технологии, ноу-хау в области диагностики, лечения, хирургии. На Московский онкологический форум специалисты со всей страны привезли самый передовой опыт. В течение 2 дней для участников конференции были организованы свыше 90 дискуссий и экспертных сессий по 17 направлениям от лучших специалистов. Ознакомились с различными новыми видами диагностики, лечения, скрининговыми программами, которые существуют, а также новыми методами лечения и ведения пациентов. Я с большим удовольствием посетила секции по онкопроктологии и онкомаммологии. И хочется отметить, что на базе нашего диспансера также проводятся на высоком уровне такие же операции. Также в рамках форума была предусмотрена обучающая программа для врачей-онкологов, включающая профилактику и раннее выявление рака, качественную диагностику и основные мировые тенденции в лечении пациентов. Во время форума проходит и выставка, и, конечно, главный центр притяжения – это этот робот-хирург да Винчи. С помощью него можно делать уникальнейшие операции с минимальными травмами для человека. Сквозь небольшие проколы в пациентов вставляются инструменты, и хирург уже в нестерильной зоне практически дистанционно может делать саму операцию. Причем машина настолько сложная и умная, что полностью воспроизводит движение руки человека. У нас есть большое желание его иметь у себя в центре, в новом онкологическом. Самое главное – это малая инвазивность. У пациента будет меньше травмы, здоровые органы будут не затронуты. И, то есть это ранняя реабилитация. Это повлияет на дальнейший период жизни пациента. Очень благоприятно. Кстати, якутским врачам тоже есть что рассказать коллегам. С прошлого года в республике работает онлайн-онкоскрининг, где каждый может заполнить анкету и узнать, находится он в зоне риска или нет. Всего этой программой воспользовались уже 9500 человек. Мы выявляем не только рак, но и предраковые состояния. То есть человек уже ставится на учет на базе нашего диспансера. Его сопровождают наши врачи-онкологи, звонят, динамическое обследование. Вот через месяц человеку подходит, через 3, через 6, это все на обзвоне, это все контролируется. А с этого февраля в Якутии заработали кабинеты онкоскрининга при поликлиниках. Там можно в очном режиме пройти анкетирование, чтобы понять свой статус. Подобные услуги к концу года должны быть доступны в любой поликлинике по всей республике. Максим Кардозу, Джура Березкин, Виктор Олесов, Москва.
Ну и продолжая тему, юная якутянка Карина Колесова, победившая рак, награждена нагрудным знаком и дипломом Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». Торжественная церемония вручения состоялась в зале славы Музея Победы в Москве. Подробности вечера смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Лейтмотив вечера – быть человеком навсегда, уметь сопереживать и прийти на помощь в самые трудные времена. Церемония награждения «Горячее сердце» проводится уже в 8-й раз. Сегодня здесь чествуют школьников и студентов, проявивших неравнодушие и преодолевших трудные жизненные ситуации. В этом году награждены 166 лауреатов из Российской Федерации и 6 зарубежных стран – Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. К сожалению, 5 из них мы награждаем посмертно. Простые мальчишки и девчонки, но с самыми горячими сердцами. Они спасли людей из огня, вытащили тонущих из воды, помогли старикам, первыми протянули руку помощи. В этот вечер на сцену вышли 23 лауреата. За преодоление трудных жизненных ситуаций и проявленную силу воли награждена и якутянка Карина Колесова. Карина Колесова, 12 лет, Республика Саха, город Среднеколымск. Острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Такой диагноз Карине поставили в 2018-м. Тогда ей было всего 10 лет. Несмотря на юный возраст, девочка отважно перенесла лечение. Спустя 2 года борьбы врачи сообщили о стойкой ремиссии. Сейчас Карина делится своим опытом в соцсетях, проводит благотворительные акции в помощь онкобольным, мотивирует окружающих быть целеустремленными. Эмоции очень приятные. Осознание того, что мои дела оцениваются и их замечают. Правильно сказать, наверное, я шла не 2 года, а всю жизнь, маленькими шажочками, добрыми делами, своим отношением к миру, к людям. Ну и, наверное, главным просто этапом это было то, что вот мне поставили диагноз. В планах у Карины проведение 5-й юбилейной акции «Лучики добра» и организация благотворительного фонда. Имя якутянки и других лауреатов, героев нашего времени, внесено в почетную книгу «Горячее сердце». Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Что ж, именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.